Сама не платит, поэтому пришли и забрали автомобиль судебные приставы у девушки, задолжавшей за нарушение правил дорожного движения 60 тысяч рублей. Расставаться ни с деньгами, ни с машиной у должников желания не было. Имущество защищали как могли и даже обещали применить силу. Но угрозы все же остались на словах, хотя, как убедилась Анна Городнова, до их воплощения в жизнь было совсем немного. Приставов тут не ждали. Свой визит исполнители решения суда и планировали неожиданным. По-другому деньги, которые должна владелица Mazda 6 модели, не взыскать. Застигнутые врасплох должники всеми силами давали понять, таким гостям они не рады. Не толкайте меня. До драки дело все же не дошло. Автоинспекторы объяснили, что нарушение правил движения в нашей стране платное. Хозяйка автомобиля с лета минувшего года штрафы не оплачивала и уже задолжала 60 тысяч рублей. Большая часть имеющихся административных штрафов у данного должника именно за превышение скоростного режима. Также имеется управление транспортным средством по автобусной полосе, остановка, стоянка в неустановленном месте. Приставы же добавили, что расплата неминуема в любом случае. Если должник не платит добровольно, то как раз их работа взыскать с него деньги. В этот раз решили арестовать тот автомобиль, на котором правила и нарушали. С этого дня, после того, как мы составляем данный акт, у него будет 10 дней для оплаты данной задолженности. Если он свою задолженность не погашает в полном объеме, мы данное транспортное средство передаем на реализацию. Спорить с должникам было уже бесполезно. Выхода теперь два. Либо оплачивать долг, либо искать машину подешевле. Деньги, оставшиеся от продажи арестованного автомобиля и покрытия долгов, перечисляют его уже бывшим хозяевам. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.